Прислушайтесь к этим словам утешения, которые принесут мир в вашу душу и силу в ваше сердце. Сядь рядом со мной, давайте вместе посмотрим на горизонт, залитый сиянием великолепных благ. Доверив мне свои мечты, я надеюсь, что ты их не забыл. Я их ясно помню, ты был тогда так молод. Я деликатно изобразил его стремление на холсте его сознания, мечты о радости, приключениях и свершениях. Его юность была полна счастья. Но со временем его улыбка померкла, скрытая тяжестью мира. Я вижу тебя, и в твоей борьбе ты не виноват. На вас возложена ноша, не предназначенная для ваших плеч. Настоящая вина лежит на тех, кто должен был быть вашей опорой, но они ушли, оставив вас на произвол судьбы. Я молча наблюдал, как искра, которую я зажег в тебе, сияла в твои самые мрачные моменты, раскрывая вечную надежду. Вы поняли, что отказ от других не ваш удел, что-то невысказанное внутри вас толкнуло вас вперед. Вы знали, что вам нужно проявить настойчивость, преодолеть трудности и оставить боль позади, чтобы отправиться в путешествие к далекому прибежищу. Я наблюдал за тобой, тронутый твоим духом. Вы не эгоцентричны, ваше стремление благородно. Вы стремитесь к росту, победе и представляете день, когда вернетесь, чтобы помочь многим. Ты это ценишь, и я всегда знал о тебе. В твоем сердце находится семя жизненной силы, и его сущность заключена в моем божественном духе. Все испытания, которые вы пережили, подготовили вас к этому моменту. Я люблю тебя и верю в тебя. Я знаю, что ты можешь добиться того, чего хочешь, и ты не сдаешься легко. Я видел, как ты плакал, вы боролись со страхом и тревогой. Но когда прошла ночь, новый дневной свет осветил твое лицо, и с новой улыбкой ты стоял на своем. «Это моя дочь, это мой сын!» — воскликнул я. Ангелы на небесах внимательно наблюдали и были готовы поднять руки, устранить препятствия и всячески помочь вам воплотить ваши мечты в реальность. Ты звонишь мне, и я отвечаю. Я показал вам сверхъестественные откровения, я укрепил тебя. Я глубоко тронут вашей смелостью и должен благословить вас. У меня нет другого выбора. Я верен своему слову и выполняю свои обещания. Вы продемонстрировали необходимую зрелость и серьезность и готовы подняться на уникальный и особый духовный уровень. Не сравнивайте себя с другими, вам больше ничего не нужно с тем, что у вас есть сейчас. Сосредоточьтесь на своих мечтах и не тратьте время на то, чтобы обижаться на успех других, будь то настоящий или фальшивый. Пусть другие живут мечтами, а ты будешь жить наяву. Вы много работали, неустанно сражались, и ваши планы не забудутся и не останутся записанными на пыльном листе бумаги. Ты зашел так далеко не для того, чтобы вернуться. Я привел вас в это место, чтобы завоевать вашу землю благословений. Прекрасные желания, ради которых вы так усердно работали, сбудутся, приумножившись еще больше. Ваша семья и вы будете благословлены в это время, когда земля трясется и люди жалуются по необходимости. Но ты прославляешь мое святое имя своим процветанием. Массы плачут,
потому что возможности иссякают, но их разум для меня как поле. Каждое утро, когда вы слушаете меня, я сажаю семена, и эти семена вскоре прорастают в новые идеи. Двери и окна небес откроются, и ваше сердце станет свидетелем этой великой любви. Вы никогда не сможете вернуться назад, неудачи больше не будет. Мое присутствие в вашей жизни настолько сильно, что вам больше некуда будет идти, кроме как сюда, прислушиваясь к моему слову. Вы будете по-настоящему счастливы каждый день, будь то пасмурное небо или солнечное. Это божественное вдохновение, движимое мощной решимостью, ободрит вас. Ваши руки станут сильными, ноги ловкими, и вам в голову будут приходить хорошие идеи. Мой Святой Дух поможет вам выйти и постучать в двери, в которые вам нужно постучать. Забудьте о страхе, вы не будете бояться говорить с людьми, обладающими властью. В этом мире нет никого столь великого и важного, кто мог бы вызвать у вас беспокойство. Вы протянете руку и улыбнетесь, и люди откроют вам свои сердца. Вы благословите их, и произойдут чудеса и чудеса. Временные испытания, через которые вы проходите, не означают поражение. Все, что вы потеряли, вернется вам приумноженным и благословенным. Вы не были рождены для неудач, ты принадлежишь мне. Вы не рождены, чтобы быть неудачником. Я тебя люблю, мои обещания сделали тебя победителем. Не бойся, я был, есть и всегда буду с тобой. Поднимитесь с верой, ибо сегодня я благословлю вас и дам вам силу. Я буду с тобой и никогда тебя не оставлю. Я проверю вас и отвечу. Мое слово в твоем сердце, и я буду помнить каждую минуту, что я всегда с тобой, и ты не будешь идти один в этом мире скорбей. Я приказываю тысячам ангелов следить за твоими шагами, чтобы уничтожить опасности, скрытые во тьме. Вам не нужно бояться, и если страх нападает на вас, встаньте снова твердо. Привыкайте идти с победным настроем. Помни, что моя любовь к тебе растет с каждым днем. Моя жертва на кресте заключалась в том, чтобы спасти вас и дать вам жизнь в изобилии. Я отдам себя тебе безоговорочно, всегда готов выслушать тебя, обнять тебя и обеспечить тебе покой, в котором ты нуждаешься. Не бойся, потому что я никогда не оставлю тебя. Ты мое драгоценное сокровище, и ничто и никто не сможет разлучить тебя с моей любовью. Отдыхай сейчас, не думай больше о своих проблемах. Получите это святое спокойствие. Я обнимаю тебя и покрываю своей благодатью. Для меня важно ваше благополучие и счастье. Я хочу услышать тебя и понять все, что влияет на тебя и мешает твоему пути. Помните, я поддержу вас в любой ситуации. Если что-то ослабляет вас или вызывает разочарование, позвольте мне помочь вам найти решение. Мой Святой Дух пребывает внутри вас и прямо сейчас дает вам силу и власть над вашими собственными эмоциями. Поэтому примите решение быть счастливым и не зависеть от того, что какой-либо человек принесет вам счастье. Я хочу, чтобы твое сердце было свободным от оков эмоциональных потрясений, свободным от внутренней борьбы с грехом и искушением.
Вместо этого доверьте свои мысли, дух и сердце моей заботе. Избегайте ситуаций, которые излишне перегружают вас. Держитесь подальше от мест, где противники вовлекают вас в действия против вашей воли, заманивая вас в ловушку привычек, которые огорчают мой дух. Берегите свое сердце, ибо оно источник вашей жизни. Оставайтесь решительными и не позволяйте агрессии украсть вашу радость. Я хочу быть в центре внимания во всех аспектах вашей жизни. Прежде чем принимать решения или действовать, обратитесь ко мне за советом. Я буду вести вас, помогая вам избежать сетей обманщиков и сетей разрушения. Моя цель – ежедневно наделять вашу семью мудростью, благословляя их во всех аспектах по мере процветания их душ. Пусть они оценят мое учение, мою молитву и искусство осторожной речи. Избегайте отмены обидных слов, закройте свои двери для сплетен и клеветы. Будьте осторожны, доверяя другим, особенно тем, кто известен своей ложью. Не позволяйте никому сеять в вас обиду и страх. Подойди ко мне, вынесите на поверхность свои ситуации, свои мысли и эмоции. Сосредоточьтесь на мне в течение дня, и вы услышите, как мой голос направляет вас. Обратите внимание на свое окружение. Многие люди страдают, и их печаль видна на их лицах. Однако я желаю, чтобы от тебя исходила моя слава, чтобы твой решительный лик поднимал дух бесчисленному количеству людей. Ведь ты мой любимый сын, моя дорогая дочь. Я наделил вас уникальными дарами и талантами, которые вы можете использовать во имя мое и во славу мою. Не беспокойся о будущем, потому что у меня есть для тебя цель. Моя любовь безусловна и вечна, мой план безупречен и осуществится в свое время. Это правда, что я желаю твоего сердца, и что твой взгляд остается прикованным к моим праведным путям. Я знаю вас с самого начала Вселенной и знаю о ваших победах и недостатках. В случае ваших проступков ищите у меня прощения с верой и искренностью. Не замыкайся в темной горнице, чтобы оплакивать свои грехи, полагая, что жизнь твоя окончена и что я негодую. Я искупил твои проступки еще до твоего признания. Подходите с уверенностью и искренним намерением, и я предложу вам еще одну возможность. Не бойся, доверь мне свои заботы, ибо они стараются смутить твою душу. Ты принадлежишь мне, ты отдал свою жизнь на мое хранение. Мои слова – успокаивающий бальзам для ваших костей, поэтому я общаюсь с вами всегда с любовью и с намерением направить вас по правильному пути. Оставь свои страхи и доверься мне. Я твоя скала, твое убежище во время шторма. Сохраняйте эти сообщения всякий раз, когда слышите их, и делитесь ими. Ваш мир и счастье умножатся, твой дом будет пропитан моей любовью. Я твой верный друг, твой защитник. Приближайтесь ко мне ежедневно в искренней молитве, и я облеку ваше сердце силой. Успокоиться, не беспокойся больше, потому что я облегчу твое беспокойство, если ты дашь мне шанс. Отбросьте, хотя бы на мгновение, все заботы и отвлекающие факторы, и откройте дверь, чтобы я мог посеять это слово в вашем сердце. Я с тобой, даже если те, кто говорит, что любит тебя, оставят тебя,
я остаюсь с тобой. Если на тебя нападут те, кто тебя ненавидит, и ты окажешься один, я люблю тебя и защищу. Я твой Отец, твой Бог и твой друг. Возможно, вам сложно понять, что кто-то любит вас так сильно, любовь столь чудесную, какой вы даже не представляли, такую сладкую привязанность, какой вы никогда не испытывали. Вы самокритичны, считая, что ваши ошибки делают вас недостойными такой любви. Воздержитесь от такого самобичевания, не принижайте себя, так как это повергает вас в печаль и уныние. Я сниму духовные шоры с твоих глаз, и ты сможешь увидеть меня. Я преобразую твое сердце, чтобы ты поверил в меня. Приди ко мне, потому что я знаю, что ты устал и разбит. Приблизьтесь ко мне и вкусите мира, которого вы жаждете, и я дам вам покой. Я не желаю, чтобы твои дни были тяжелыми, чтобы ты пребывал в печали и унынии. Моя смерть и воскресение – это дар любви тебе, чтобы ты мог прожить свою жизнь с божественной радостью. Я разрываю цепи, которые мешали вашему росту. Сегодня эти связи разорваны. Освободитесь от ограничений, которые мешают вашему продвижению к будущим благословениям, которые я вам предлагаю. Не регрессируйте, обращаясь за советом к тем, кто когда-то запутывал ваши решения. Выбор любить меня и следовать за мной, за вами. Меня волнует исключительно ваш покой и благополучие. Ваши оппоненты просто хотят увидеть, как вы тонете, поэтому стремитесь, будьте мужественны и решительно идите к этой новой жизни, которую я сейчас дарую вам. Ваше благословение предопределено, и вы скоро это увидите. Вы должны поверить моему слову и принять его с верой и радостью. Не беспокойтесь о своих ошибках и не сковывайте себя наручниками. Ваше будущее перед вами. Я повторяю, не тратьте время, оглядываясь назад. Если ты чувствуешь слабость и усталость, помни, что я твой Отец и я люблю тебя. Протяни мне руку, я помогу тебе в завоевании. Я здесь, чтобы слушать, обнимать, утешать и говорить вам в уши слова жизни и любви. Я глубоко обожаю тебя и хочу, чтобы ты почувствовал себя достойным моей любви. Поговорите со мной уверенно обо всем, что причиняет вам вред и вредит вам. В мои намерения не входит, чтобы вы часами страдали или чтобы ваш разум оказался в ловушке страха. Моя любимая доченька, мой дорогой сыночек, ты для меня очень ценен. Сегодня я передаю, что даже когда у тебя уже нет сил рассказывать все, что с тобой произошло, я уже работаю и помогаю тебе, и выхожу победителем из этого обстоятельства. Я чувствую все, что живет в твоем сердце, и я слышу каждую мысль, которая приходит тебе в голову. И в этот день, когда кажется, что ты страдаешь еще больше, я ближе к тебе, чем ты себе представляешь. Моя дорогая дочь, мой драгоценный сын, успокойся, ведь у меня все под контролем. Не бойтесь и продолжайте верить. Я понимаю, что иногда может показаться, что все занимает значительное количество времени, однако я хочу, чтобы вы знали, что предстоит выполнить множество задач, и каждой части отведено свое место в моем идеальном, потустороннем плане. Проявляйте терпение, и я открываю пути, сдвигаю горы, устраняю препятствия и сталкиваюсь с противниками,
незаметными для вашего естественного глаза. Чудо, о котором ты меня просила, сбудется. Я наполняю вас миром и спокойствием. Не стесняйтесь, улыбнись, ведь все будет хорошо. Я хочу, чтобы ты был счастлив прямо сейчас. Размышляйте и говорите о тех прекрасных вещах, за которые вы благодарны, не позволяя едким жалобам, негативным словам или обескураживающим фразам слетать с ваших уст. Сосредоточьте свой взгляд на моих обещаниях и проживайте каждый момент с интенсивностью. Воспользуйтесь своими днями, чтобы рассказать обо всех своих радостях, ждите вперед и укреплите свою веру. Подумайте обо всем прекрасном, что может произойти, пока вы разговариваете со мной. Я определяю твою судьбу, и она уже решена. Произойдут мощные чудеса. Приходите ко мне каждый день, когда ваша вера колеблется. Обращайте пристальное внимание на мои слова, когда бы я ни говорил, ибо я открою вам чудесные вещи. Ваша жизнь преображается, и все будет хорошо. Те проблемы, которые тяготят ваш разум, исчезнут. Ты обращаешься ко мне за помощью, потому что знаешь, что я люблю тебя и что мои обещания верны. Действительно, я помогу тебе, отдыхайте спокойно. Рискните встретить жизнь смело, мирно и с радостью, зная, что ваш Небесный Отец всегда рядом с вами. Даже в минуты слабости, когда ты веришь, что был неправ, знай, что я бесконечно милостив и что мое милосердие безоговорочно. Я не подвел тебя раньше и не подведу сейчас, когда ты нуждаешься во мне больше всего, когда твое сердце болит, когда твоя душа плачет. Откройте глаза этим знаниям, когда проснитесь утром. Послушай меня еще раз, и ты найдешь в себе силы продолжить свой день. Я прошу вас поверить мне, действительно, у меня есть для вас будущее мира, радости и благословений. Я прошу тебя, держись за мою любовь и жизнь изо всех сил. Вы должны жить, вы должны проявить настойчивость, продолжать идти, несмотря на препятствия, и сосредоточить внимание на моих обещаниях. Когда возникают невзгоды, не падайте духом, когда возникают проблемы, не грустите. Когда тебе угрожают, вспомни о мужестве, которым ты обладаешь передо мной. Верьте всем своим сердцем, даже если другие презирают вас. Этот год ваш – время духовных и вечных богатств, которые можно извлечь из уроков ваших нынешних обстоятельств. Я благословлю тебя и процветаю, потому что ты был избран. Ищите меня в молитве, смиряйте свое сердце каждый день и наслаждайтесь моим присутствием. Ваши желания исполнятся, если вы обратите внимание на эти слова и серьезно отнесетесь к своим жизненным задачам. Помните, это ваш момент. Я благословлю тебя и твою семью. И нет ничего, что моя любовь не могла бы обеспечить тебе. Я восстановлю твое достоинство и твое законное место. Примите исцеление и прощение, которые предлагает моя любовь, и доверьтесь обещаниям, уже написанным в вашем сердце. Верьте всеми силами души и разума. Не уподобляйтесь тем, кто говорит о моей любви, но не имеет истинной веры. Они поддаются осуждению и презрению других, следуя эгоистичным доктринам и невыполнимым правилам, которые сами не могут защитить.
Эти люди, окутанные ложной праведностью, никогда не оценят вас. Я веду вас к истинной свободе. Сегодня спи спокойно, мой Святой Дух будет говорить с тобой, исцеляя твою душу и разум, разрывая все оставшиеся цепи. Когда наступит утро, ты будешь свободен навсегда, независимо от мнения других людей. Ты действительно будешь моим мудрым и умным сыном, с мягким, но твердым и мужественным духом. Сохраняйте свою веру живой, горящей и сильной, особенно в темные времена, когда другие обижают вас, окружены тьмой и чувствуют себя потерянными. Помни, ты принадлежишь мне, посмотри, какие самые яркие вещи я приготовил для тебя. Не засиживайтесь в углу и не плачьте под крышей, где вас встречают с презрением. Помни, я дорожу тобой, я помогу тебе, я прощаю тебя, я омолодлю тебя. Я способен подарить вам будущее, полное света, полное огромных даров и талантов. Откройте для себя глубокий мир, радость и благополучие, претендовать на свое законное место. Стойте с честью, ты принцесса, принц, всегда находящийся под бдительной опекой твоего могущественного небесного Отца. Говори со мной своими словами, подтвердите свою веру в меня, любимый Отец. Я открываю дверь, которую ты ищешь, и я устраняю препятствия, стоящие на твоем пути. Я исполню искренние молитвы, которые вы вознесли. По мере изменения различных аспектов вашей жизни вы увидите изменения в себе, своей семье и своем доме. Сегодня сосредоточьтесь на будущем, оставьте прошлое в стороне и поверьте мне, что вас ждет полная метаморфоза вашей жизни. Вы должны отпустить многие вещи, которые ведут вас в глубокую пропасть. Обратите свой взор к небесному и оставьте мирскую суету позади. Ваша жизнь драгоценна, твоя семья замечательная, и планы у меня на тебя огромны, они могут показаться невероятными. Ваши мечты не осуществятся только благодаря вашей силе, понимайте это. Ваш успех придет благодаря вере в мою милость и силу. Не стоит полностью доверять людям, которые приходят и обещают нерушимую дружбу. Люди могут тебя подвести, но я тот, кто никогда тебя не подведет. Приближается время, когда вы получите долгожданные благословения. Вскоре дни тревог и нужды останутся позади, и в вашей жизни воцарится истинное, святое изобилие мира. Ваше доверие к моему слову имеет решающее значение для того, чтобы вы достигли того места, куда вам нужно идти, и оставались твердыми перед лицом трудностей. Новое откровение придет в ваш дух, и я поделюсь с вами своими секретами. Вы будете удивлены, увидев, как сильно я люблю вас и как сильно я вас благословил. Ответьте мне, готовы ли вы получить свое благословение? Скажи мне, что чувствует твое сердце. Я знаю, что ты любишь своих детей, они важны и для меня. В моей книге записаны ваши имена, фамилии, лица, сердца, мысли, желания, ошибки и желания. Не беспокойтесь о решениях, которые они приняли. Может показаться, что они на неправильном пути, но не беспокойтесь о вещах, которые вы больше не можете контролировать. Отдайте все, что вас беспокоит, в мои руки и больше сосредоточьтесь на своей жизни.
Чрезмерные заботы ослабляют вас и крадут покой. Сохраните свою энергию и веру, потому что я хочу, чтобы вы молились. Пришло время отпустить то, что вы должны отпустить. Голуби выросли и теперь должны летать. Отпустите их с уверенностью. Пусть они расправят крылья навстречу свободе. Истина в том, что, когда вы молитесь за них, моя защитная мантия всегда будет их покрывать. Примите то, что я говорю вам, и будьте уверены в моей воле. Ваш разум перегружается ненужными заботами, когда вы поддаетесь искушению контролировать, принимать решения за своих детей, открывать или закрывать им пути. Оставьте эти дела мне, есть черта, которую они не должны пересекать. Достоинство вашей семьи и вашего дома всегда должно уважаться. Если они делают что-то не так, нельзя молчать. Я дам тебе силу, мир и мудрость, когда тебе понадобится встретиться с ними лицом к лицу. Но никогда не разговаривайте с ними в гневе. Следите за тем, что выходит из ваших уст, поскольку сказанные слова и предпринятые действия могут вызвать глубокие раны или принести исцеление. Я не был с тобой строг. Я пришел, чтобы дать вам любовь и спасение. Теперь сделайте то же самое с детьми, которые живут в вашем сердце. Поверьте этому, придут ошибки, прольются слезы, но спасение, пришедшее в вашу жизнь, в свое время придет и к вашим детям. Как написано в мой идеальный момент, они достигнут установленного мной предела, придет истинное покаяние, и они вернутся домой, неся на руках благословения радости, которые наполнят их дом и прибавят еще годы счастья. Вы откроете им дверь своим прощением и милосердием. Продолжайте молиться за своих детей, и теперь вы почувствуете мой покой. Будьте уверены, что ваши дети в моих руках. Вы красивый человек, и я ценю вашу готовность. Я доволен тем, что ты чувствуешь, когда говоришь со мной, когда ты закрываешь глаза. А как я люблю твое сердце, когда оно бьется в ритме радости, наполненное божественным счастьем, которым я наполняю твое существо, прогоняя любой дискомфорт, боль или болезнь. Выслушав меня, я хочу, чтобы вы почувствовали себя глубоко любимыми. Не нужно идти тяжелыми шагами, унывая, сожалея о ситуации, с которой вы столкнулись. Я люблю тебя, и сегодня ты почувствуешь это во многом. Я продемонстрирую вам это и своим могущественным словом скажу вам, что если кто-то придет и станет причиной вашего конфликта, вы немедленно почувствуете, как эта божественная любовь наполняет вас. Всякий раз, когда печаль осмелится коснуться твоей жизни, почувствуй, как мои всеобъемлющие объятия прогоняют тени тоски, наполняя твое сердце чистой радостью. Ваши близкие будут поражены этим вновь обретенным в вас счастьем и заинтересуются вашим божественным происхождением. Ваши враги, когда-то грозные и угрожающие, отступят с поражением, его попытки потревожить вас тщетны. Вокруг вас стоит небесный щит защиты, а возле вашего дома расположился лагерь бдительных ангелов, обеспечивающих безопасность вашей семьи днем и ночью. Примите эту истину всем своим сердцем, ибо моя любовь к вам глубока и непоколебима, превосходит все прихоти воображения. Это так же реально, как воздух, которым вы дышите, более чудесное и великолепное, чем все, что вы можете себе представить. Моя любовь вдыхает в тебя жизнь. Это величайшее благословение,
которые только может получить человек. Я глубоко тронут вашим благодарным духом каждое новое утро. Ваша жизнь и судьба в моих руках, несмотря на сомнения других. Его вера в невидимое всемогущее присутствие остается твердой. Ты знаешь, я всегда присматриваю за тобой, заботясь обо всех твоих нуждах. Эта непоколебимая вера дает вам возможность вознестись, жить и ходить как дитя Создателя Вселенной, неся огромную уверенность и радость. Твой решительный дух и красота твоего сердца глубоко трогают меня. Завтра я буду ждать, чтобы снова поприветствовать тебя с бесконечной любовью в тихие минуты перед рассветом. Я глубоко дорожу тобой. Если вы хотите освободиться от текущих проблем, слушайте внимательно. Сегодня я скажу вам ответ, который вы ищете. Ваша ситуация может показаться сложной, но помните, вы уже доверили мне свою жизнь и свое сердце. Мой дух обитает внутри тебя, вселяя твердую веру в то, что для меня нет ничего невозможного. Подумайте об этом, говори, кричи, пиши, но главное, верь всем сердцем. Провозглашайте это с верой, ибо нет ничего за пределами досягаемости Божественного. Наполнитесь этой уверенностью. Мое обещание вечно живо, послано, чтобы исцелить вашу землю и произвести преобразующие изменения в вашей жизни. Мое слово не вернется тщетным. Иногда может показаться трудным изменить обстоятельства, но вы – дитя всемогущего. Боже, срочно обнови свой образ мышления. Мой Святой Дух пребывает внутри тебя, и ты несешь мантию моей сверхъестественной силы. Могущественные чудеса произойдут, когда вы будете говорить мое слово с любовью, относиться к другим с добротой, контролировать свой характер и перестанете ругать тех, кого любите, заменяя обидные действия любовью. Я открываю твои глаза, открываю тебе чудесные вещи. Подойдите ко мне, и я здесь, чтобы помочь вам. Ищите моего слова каждый день, слушайте внимательно и настраивайтесь на свои уши. Откройте свою Библию, полностью понимая, что у вас есть доступ к сверхъестественному миру, где вас любит, защищает, направляет и ведет ваш Небесный Отец. Днем и ночью, везде, независимо от твоего эмоционального состояния, я буду с тобой обещание, воплощенное в моем слове. Однако очень важно понять эту фундаментальную истину. Ваш дух и ваш разум взаимосвязаны. У вас открыт портал в царство чудес, но ваши ноги твердо стоят в мире природы. Возникнут трудности, возникнут конфликты, появятся враги, пытающиеся вам навредить. Это неотъемлемая часть вашей жизни и вашего путешествия. Однако ничто не сможет одолеть или победить вас, поскольку у вас есть моя непоколебимая поддержка и помощь. Мое слово обитает в твоем сердце, и ты обладаешь силой чемпиона. Ваша непоколебимая вера – ваше окончательное решение. Теперь встаньте и примите вызовы с непоколебимой решимостью. Я глубоко люблю тебя и делаю тебя сильнее. Подтвердите свою веру в меня, кричите, пишите. Опять же, для Бога нет ничего невозможного. Поставьте себя на мое место и спросите себя, как я мог не любить и не благословлять такого человека, как ты? Мое величайшее желание – даровать вам вечное спасение.
Не бойтесь, потому что вы всегда будете чувствовать себя глубоко любимыми, защищенными и будете идти по этому миру с высоко поднятой головой, окруженной моей любовью. Я отдал свою жизнь на том кресте, чтобы вы могли пройти по этой жизни с победой, никогда не поддаваясь печали и поражениям. Я воскрес на третий день, чтобы вы могли вести сверхъестественную жизнь, а не ограничиваться только материальным миром. Наполнитесь этой уверенностью. Мое обещание всегда живо, послано, чтобы исцелить вашу землю и повлиять на преобразующие изменения в вашей жизни. Мое слово не вернется пустым. Иногда может показаться трудным изменить обстоятельства, но вы – дитя всемогущего Бога. Срочно обновите свой образ мышления. Мой Святой Дух пребывает внутри тебя, и ты несешь мантию моей сверхъестественной силы. Могущественные чудеса произойдут, когда вы будете говорить мое слово с любовью, относиться к другим с добротой, контролировать свой характер и перестанете ругать тех, кого любите, заменяя обидные действия любовью. Я открываю твои глаза, открывая тебе чудесные вещи. Ближе ко мне. И я здесь, чтобы помочь вам, каждый день ища моего слова. Слушайте внимательно и настройте свои уши, откройте свою Библию, полностью понимая, что у вас есть доступ к сверхъестественному миру, где вас любит, защищает, направляет и ведет ваш Небесный Отец. Днем и ночью, везде, независимо от твоего эмоционального состояния, я буду с тобой обещание, воплощенное в моем слове. Однако очень важно понять эту фундаментальную истину. Ваш дух и мой взаимосвязаны. У вас открыт портал в царство чудес, но ваши ноги твердо стоят в мире природы. Возникнут трудности, возникнут конфликты, появятся враги, пытающиеся вам навредить. Это неотъемлемая часть вашей жизни и вашего путешествия. Однако ничто не сможет одолеть или победить вас, поскольку у вас есть моя непоколебимая поддержка и помощь. Мое слово обитает в твоем сердце, и ты обладаешь силой чемпиона. Ваша непоколебимая вера – ваше окончательное решение. Теперь встаньте и примите вызовы с непоколебимой решимостью. Я глубоко люблю тебя и делаю тебя сильнее. Подтвердите свою веру в меня, кричите, пишите. Опять же, для Бога нет ничего невозможного. Поставьте себя на мое место и спросите себя, как я мог не любить и не благословлять такого человека, как ты? Мое величайшее желание – даровать вам вечное спасение. Не бойтесь, потому что вы всегда будете чувствовать себя глубоко любимыми, защищенными и будете идти по этому миру с высоко поднятой головой, окруженной моей любовью. Я отдал свою жизнь на том кресте, чтобы вы могли пройти по этой жизни с победой, никогда не поддаваясь печали и поражениям. Я воскрес на третий день, чтобы вы могли вести сверхъестественную жизнь, а не ограничиваться только материальным миром. Действительно, многие могут страдать от одиночества, страданий, отвержения и боли в этом мире, но ты, моя дорогая, исключительно. Если ты когда-нибудь почувствуешь слабость или усталость, эмоции затуманивают твою душу, встань, подними руки в триумфальном жесте и объяви с крыш, что ты мой любимый сын. Ты сильный, храбрый, победитель в 1000 сражений, чемпион среди сильных. Ничто тебя не победит, никто тебя не победит.
Вы не одиноки и не одинокая душа. Не смиряйтесь с жизнью, полной депрессии и тьмы. Подойди сюда, ибо я призываю тебя предстать передо мной. Ты найдешь свое законное место. Когда твои колени коснутся земли, прибудут мои армии, размахивающие сияющими мечами, рассекающие воздух и уничтожающие злобу. Когда твой духовный противник увидит огромную силу и славу, окружающую тебя, он в ужасе побежит, издалека изрекая пустые угрозы, никогда не смея приблизиться. У этого трусливого обманщика нет ни смелости, ни сил причинить вам вред. Со сколькими храбрыми душами я общаюсь? Я с тобой разговариваю. Услышьте меня, ибо это послание предназначено для того, чтобы укрепить вашу душу, вписать эти слова в тайники вашего разума и найти отклик в вашем сердце. Поднимите руки еще раз и провозгласите вслух: «Мой Небесный Отец вечно любит меня». Чудесно, мой Господь и мой Бог. Я здоров, свободен, благоразумен и мудр. Я обладаю мастерством и преданностью настоящего воина, завоевателя. Итак, я желаю вам каждое утро ощущать это чувство. Желаю, чтобы эта вера глубоко укоренилась в моем слове, дорогой маленький. Я с тобой, не нужно добиваться ничего внимания или дружбы, дорогая моему сердцу. Я продолжу исследовать все возможные пути, чтобы ты заметил даже мельчайшие детали моей любви. Скажи мне, что ты тоже любишь меня всем сердцем. Имейте больше терпения к себе. Я люблю тебя и понимаю тебя. Я простил тебя и готов помочь тебе. Однако перестаньте сомневаться в своей ценности, ты моя. Я пришел не судить вас по вашим грехам. Все твои ошибки уже стерты и очищены. Ты остаешься чистым в моем присутствии. Моя праведность сияет на твоем лице. Несмотря на то, что поверить в это сложно, вы приняли неверное решение, потому что отвлеклись, дела шли не очень хорошо, и вы чувствовали разочарование. Не волнуйся, я понимаю тебя и пришел не для того, чтобы наказать тебя или отказать тебе в моей любви. Перестаньте винить себя за происходящее событие. Я знаю, что вы сталкивались с трудностями в своей жизни и иногда боитесь совершить ту же ошибку и пережить еще больше страданий. Но ты должен научиться отдыхать во мне, чувствовать мою руку, держать мою руку. Я всегда наблюдаю за тобой, день и ночь, защищая тебя. Я буду заботиться о тебе и направлять твои шаги, чтобы ты больше не споткнулся. Но вы должны успокоиться и научиться проявлять свою веру, какой бы маленькой она ни была. Ваша вера подобна маленькому семени, из которого прорастут великие чудеса. Не будьте так строги к себе, вы многому научились на собственных ошибках, и ваш образ мышления развивается. Вы растете, становитесь мудрее. За исключением величайшего дара в этом мире, подарка, который никто, кроме меня, не может подарить, этот дар – мое прощение, завернутое в мою любовь, заплаченное великой жертвой. Убедитесь, что вы уже есть. Очищенные и умиротворены, перестаньте наказывать себя за прошлые события или оплакивать утраченное. У меня есть для тебя кое-что получше, но ты должен мне поверить. Скажи мне, что ты принимаешь мою любовь и прощение, и будешь слышать мое слово каждый день.
Я понимаю вашу борьбу, ваши тревоги и ваши эмоции. Я глубоко осознаю, что тебе нужно и чего ты хочешь, твои слезы и моменты, когда ты чувствуешь себя обескураженным и одиноким. Поэтому я не отпущу твои руки, я тебе нужен. Ощущали ли вы недавно печаль и восклицали: «Боже мой, где ты сейчас?» Я посылаю вам это сообщение в знак того, что я слышу вас и внимателен к вашим потребностям. Я слушаю и показываю вам это настолько ясно, насколько могу, хотя вы еще не чувствуете себя вполне готовым. Но это время придет, продолжайте молиться каждый день. Почувствуй мое присутствие рядом с тобой и узнай меня больше. Я твой Отец, и моя любовь к тебе совершенна. Поверь моим словам, когда я говорю, что люблю тебя. Поверьте мне, потому что я не лгу. Я искренне желаю тебе благополучия и сил, чтобы ты наслаждался каждым днем жизни, который я тебе даю. Подготовьтесь к тому, что произойдет. Я буду продолжать каждое утро ободрять вас сердечными посланиями, вселяя надежду в ваше сердце. Ваш момент сейчас, пришло ваше время процветать. Я никогда не хотел, чтобы ты жил в поражении и отчаянии. Не обращайте внимания на тех, кто вас критикует и принижает, называет неудачником или неудачником, утверждает, что вы ничего не добьетесь. Твои слова пусты и бессильны, не обращайте на них внимания, они не имеют значения. Победа и надежда сегодня в моих руках. Отбросьте все негативные мысли и сомнения. Мои слова здесь, чтобы исцелить, вдохновить, поднять настроение и омолодить вашу радость. Их цель – наполнить вас новыми и прекрасными мечтами и стремлениями. Я хочу видеть тебя счастливым, улыбающимся, как сейчас, с переполненным радостью сердцем. Ваша жизнь не заканчивается, ваш путь долг, но полон прекрасных сюрпризов и хороших людей. Ответь мне и скажи, что ты веришь. Скажи мне, что ты будешь ценить себя и будешь держать меня за руку, никогда не отпуская. Я обещаю всегда любить тебя и заботиться о тебе. Эту священную любовь я даю тебе. Никто не сможет отнять это у тебя. Я приготовил для вас великие дела. Дай мне свою руку, шаг за шагом, и ты достигнешь мира и счастья. Вопрос не в том, как быстро вы приедете, а в вашей твердости и настойчивости. Пусть ваша вера останется безмятежной и сильной, не смотри по сторонам, сосредоточься на мне и смотри прямо перед собой. Вы приедете, это не займет вечность. Однако ваш разум и тело могут говорить вам, что дни становятся длиннее, и вы устали ждать. Но ты вырос и больше не ведешь свою жизнь согласно своим эмоциям. Ты знаешь, что я хочу пойти к твоей семье и проложить им путь, чтобы они могли без страха и трепета встретить все, что встретится на их пути. Враги будут побеждены, препятствия будут преодолены. Я не обещаю легкой жизни, но уверяю вас, что вера и силы никогда вас не оставят. Поскольку ты мой любимый сын и воплощение моей любви к миру, я хочу, чтобы ты знал, как много ты для меня значишь. Я буду продолжать делать для вас чудеса, как я уже сделал очень многое. Вы не можете позволить себе сейчас разочароваться или сдаться, о чем я вас предупреждал.
Ты пронзаешь ветры, как наконечник копья, открывая путь в страну благ, которыми я тебя одарю. Вы очевидны для многих поколений людей, и я помогу вам понять это глубже духовными средствами. При этом, если сегодня нет признания, кто-то узнает вас, боль от удара не должна мешать вам продолжать. Ничто не пропадает даром, даже те блага и сокровища, которые я вам даю. Ваше поведение важно. Несмотря на то, что у меня все под контролем, сила вашей веры и убеждений поднимет вас на еще большую высоту. Пережевывайте то, что я говорю, встаньте на колени, если чувствуете слабость, и посмотрите на небо, если вам хочется сдаться. Я не только присутствую, но и обретаю дом в вашей душе. Моя благосклонность не за горами, на самом деле это прямо перед вашим лицом. День вашего искупления близок, куча проблем, с которыми вы столкнулись, уменьшится, его враги были побеждены. Пожалуйста, ответьте сейчас. Ты любишь меня и доверяешь мне. Как только я получу от вас известие, я сделаю что-то очень чудесное, чтобы успокоить ваш дух и положить конец вашим беспокойствам. Вот 3 вещи, которые вам следует сделать прямо сейчас. Уделите этим словам все свое внимание и позвольте им успокаивать вас в течение дня. Сначала уделите мне все свое внимание, не отступая и не боясь. Моя цель – сделать так, чтобы вы были счастливы и жили вечно. Я никогда не собирался подвергать вас испытаниям и наказаниям. Спасибо за страдания. Жизнь, полная любви и заботы, богатства и благословений – это то, что я приготовил для вас. Преклоните колени перед моим троном и отдайте мне свое сердце. Я исполню твою волю, и мое слово напитает твою душу. Доверься мне всем своим существом. Вы найдете в себе смелость перенести сомнения и трудности, доверившись моему письменному слову. Если ты решишь отдать мне часть своего сердца или когда тебе будет угодно, твоя вера ослабнет и твоя жизнь окажется в руинах. Когда надвигаются бури и ваши эмоции и мысли путаются, вы можете ожидать, что окажетесь на эмоциональных американских горках. Что касается вас, у меня нет желания этого делать. Пожалуйста, я умоляю тебя, открой мне свое сердце и сохрани свое доверие и преданность. Откажитесь от своего существования навсегда, и я обещаю вам, что дни будут лететь незаметно, пока мы делимся чудесами космоса, делая каждый момент важным. Вы не поверите, насколько все станет лучше и красивее. Вас ждет множество благ, и ваша семья станет очень гармоничной. Сталкивайтесь со всеми препятствиями в унисон. Я благословлю тебя, и все, кто захочет причинить тебе боль, уйдут. Вечный триумф уже достался тем, кто следует за мной. Чтобы сыграть мою роль, вы должны предложить мне свою полную преданность. Сегодня я надеюсь, что ты сделаешь это для меня. Второй шаг – выразить свою глубочайшую признательность, закрыв глаза или подняв руки, в зависимости от того, что вам удобнее. Записывайте все хорошее, что произошло с вами, большое и маленькое, в последнее время, в прошлом и в будущем, чтобы дать вам силы и направить направление вашей жизни.
Даже если вы упускаете благословения, важно благодарить их от всего сердца. Выразите благодарность за подарок. Совершение этого акта благодарности исцелит ваш дух и снимет пелену с ваших глаз. Огромная щедрость, которая охватила его, поддерживала его существование и давала ему желание упорствовать и бороться, раскроется, когда откроется горизонт. С их помощью вы сможете встречать каждый день решительно и преодолевать любые препятствия, встающие на вашем пути. Это глубокое желание вернуться со мной, твое сердце жаждет меня, твой дух жаждет меня, и все твое существо знает, что кроме меня ты ничего не можешь сделать. Такое ощущение, что жизнь ускользает от тебя, а ты так и не нашел того счастья и покоя, который искал. Ваши близкие с каждым днем кажутся все дальше и дальше. Но слушай внимательно, я рядом с тобой, и есть источник, воды которого здесь, чтобы благословить тебя и защитить твою семью. Я чувствую в тебе нотку печали, я вижу твое измученное лицо. Я знаю, что тебе нужны силы, чтобы продолжить свой путь со мной. Наполнитесь смелостью, зная, что вас ждет гарантированная победа. Примите мои священные обещания, которые принесут исцеление вашему телу, ясность вашим мыслям и силу вашему сердцу. Я намерен разорвать цепи уныния и депрессии, всех форм отчаяния, которые давят на ваши плечи и сеют сомнения в моих словах. Остерегайтесь обманчивой дружбы, которая приведет вас к неудаче. Все эти иллюзии сегодня исчезнут. Мощное чудо произойдет, если ты обязуешься подчиняться мне и цепляться за мою любовь. Не уподобляйтесь другим, которые предпочитают валяться в грязи и принимать ложь своего разрушителя. Они гоняются за ложными обещаниями, стремятся к материальному богатству, пустым должностям, коррумпированному контролю и мимолетной славе. Они верят, что мое присутствие и моя сила принадлежат тем, кто публично выставляет на показ свои действия, измеряя свою ценность своими долгами, своей одеждой и своим кулинарным выбором. Какой зловещий обман, какая жестокая иллюзия, ибо они ненавидят мое слово и отвергают меня таким, какой я есть. Они не хотят иметь ничего общего с тем, кто пришел в мир как слуга, кто отдал свою жизнь на кресте. Но ты открыл мне свое сердце, и я желаю творить внутри тебя чудесное дело. Закрой свою душу смирением, отвергни предложение пожирателя, и я помогу тебе. Я подарю тебе больше мира и мудрости, чтобы ты не утомился ждать. Не позволяйте никаким жалобам или сомнениям запятнать вашу веру и счастье. Скажи мое слово с верой, уверенно провозглашайте: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, и я никогда не буду побежден». Желаю, чтобы твое сердце наполнилось божественным чувством, которое останется с тобой навсегда, напоминая тебе о моих обещаниях, когда возникнут трудности. Я призываю вас быть внимательными, когда вы приходите ко мне утром, и слушать всем своим сердцем. Желаю вам благополучия, будущего, полного гармонии и святого процветания. Пусть ваша семья будет свободна от негативных эмоций, без конфликтов и разногласий в доме. Есть бесчисленное множество чудесных вещей, которые я могу совершить в твоем нежном и невинном сердце, и поэтому я желаю тебе быть таким.
Вы своими глазами станете свидетелем падения ваших врагов и ложных друзей, которые могут насмехаться над вами, считая себя мудрыми, но каждый день терпя неудачу. Они верят, что они умны, но люди презирают их, они богаты, но живут в глубокой темной яме духовных страданий. Все, что они могут сделать, это завидовать вам. Мое благословение всегда будет у тебя, но ты также встретишь противодействие, куда бы ты ни пошел. Кто-то бросит вам вызов и вовлечет в сражение. Помните это, никогда не бойтесь их, ибо они хвалятся тем, чего им недостает, и притворяются тем, чем не являются. Они полны греха, но внешне притворяются совершенными. Ты мой сын, и нет ничего и никого, кто мог бы противостоять тебе, потому что я твой защитник. Вы не одиноки, вы доверяете Богу, созданному не вашим воображением, а живому, могущественному, реальному и величественному Богу. Моя любовь искренна, и я уже показал тебе, что могу для тебя сделать. Не огорчайтесь, не плачьте и не впадайте в депрессию из-за угроз и лжи, я с тобой. Я избавлю тебя от атак зла, опасности, нужды, смерти и болезней. Поверьте мне на слово, получи мое благословение, скажи мне, что ты веришь в меня. Я тебя люблю, я слышу твою молитву, я принимаю вашу просьбу. Я знаю нужды твоего сердца, ваша боль достигла моих ушей, и ваша мольба была так глубока, что моя милость была немедленно послана, чтобы ответить вам. Я не позволю тебе стараться напрасно. Я отличаюсь от тех, кто разочаровал тебя в жизни, сердце его, некогда доверчивое и полное веры, было ранено ложными обещаниями и обманами. Ты слышал обо мне и сомневался, устал верить. Я приближался к тебе во сне, ища минуты твоего внимания. Во сне я видел его слезы, рожденные от глубокой боли. Его дух блуждал по темным тропам прошлого, преследуемый презрением, которое когда-то сломило его. Однако сегодня, когда вы просыпаетесь, уже расцветает, внутри вас пробуждается новая искра веры. Ты понимаешь, что сейчас там. Нет никого, кроме меня, кто действительно может тебе помочь. Только у меня есть благодать, терпение, любовь, прощение и сила, чтобы поднять тебя, где бы ты ни был. Не бойся, пришло время снова подняться. Ваши прошлые боли не записаны ни в одной книге, ваши проступки прощены, и я их больше не помню. Я одарю тебя такой любовью, что твои будущие мечты будут мирными, залитыми светом. Вы прогуляетесь по пышным ярким садам. Я предлагаю тебе новую жизнь и лишь прошу тебя принять ее. Я обещаю не мирское богатство, материальная выгода здесь не является вашей целью. Я предлагаю любовь, мир, мудрость, доброту и прощение. Сначала примите их, зная наверняка, что я настоящий, и что моя любовь к тебе вечна и искренна. Поймите, что в этом мире, среди лжи и предательств, есть также исцеление и спасение для тех, кто доверяет моему слову. Есть боль и отчаяние, но есть также мир и новый шанс для тех, кто примет мою любовь. С этого дня давайте идти вместе. Я слышу твою молитву, я люблю тебя глубоко. Я передам в твои руки чудо, о котором ты просил.